Уважаемые товарищи, на 8-ю отчетную выборную конференцию избрано 89 делегатов. По данным регистрации, на конференции присутствует 85 человек. 4 человека отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения по открытию собрания? Так, поступило предложение открыть конференцию. Кто за это предложение, прошу голосовать. За, против, воздержался, нет. 8-я отчетно-выборная профсоюзная конференция Сулейманстальской районной организации профсоюза работников народного образования и науки объявляется открытым. На конференции присутствуют. Значит, у нас сегодня администрацию представляет Тимирханов Саид Мусинович, начальник, заместитель главы администрации. Присутствует Гасанов Тази Абдулмежидович, представитель райкома. Шихбабаев Гусейн Рабидинович, начальник ООО, он сейчас занят. Аминов Хачабек Аминович, зам начальника ООО. Прошу занять ваше место. Саузиханов Саузихан Джамалдинович, директор Даркушко-Смолянской средней общеобразовательной школы. Абасова Муминат Абасовна, директор МУКО-ИМЦ. Джемиев Азил Касумович, председатель первичной профсоюзной организации Новомакинской средней общеобразовательной школы. Кого я назову, пожалуйста, президент. Мейланова Тарсият Рамазановна, заведующая детским садом номер 1. Приболела. Да. И Светлана Несредовна, заведующая детским садом номер 2. Устаев Зубаил Магомедович, директор Касумкенской средней общеобразовательной школы номер 1. Прошу занять ваше место. Так, таким образом мы для ведения конференции избрали президиум. Так, секретаря тоже избрали. Кто за предложенный состав президиума, прошу голосовать. Президиум избрали. Джемиев Азил Касумович, председатель МУКО-Новокинская СОЖ. Абушерифов Ахмед Магомед Шерифович, Кахсукская СОЖ. И Серхаев Милон Мустаджабович, председатель МУКО Артастальской СОЖ имени Халикова. Так, приступим к выборам мандатной комиссии в количестве 3 человек. Так, мандатную комиссию мы предлагаем в следующем составе. Гусейнов Гусейн Имамович, председатель первичной профсоюзной организации муниципального казенного образовательного учреждения Алкадарская СОЖ. Раз. Эфендиев Садых Сабирович, председатель первичной профсоюзной организации муниципального казенного образовательного учреждения Цумурская СОЖ. И Магомедова Маина Играмудиновна, председатель первичной профсоюзной организации Касумкенская СОЖ номер 1. Так, дальше. На рассмотрение конференции выносится следующая повестка дня. Так, сейчас эту повестку дня у нас озвучит, сейчас конференцию будет вести председатель сегодняшней нашей конференции. Председателем мы предварительно совещались и назначаем Аминова Качабека Аминовича. Согласны? За, против, воздержался? Нет. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, значит,
На рассмотрение конференции выносится следующая повестка дня. Наш первый – это отчет о работе райкома профсоюза с периода с 15 по 15 год, отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии, о прекращении полномочий выборных органов РК профсоюза, выборы председателя районной организации профсоюза, выборы районного комитета профсоюза, выборы президиума райкома профсоюза, выборы контрольно-ревизионной комиссии, выборы делегатов на 8-ю республиканскую конференцию профсоюзов. Значит, к данной повестке дня будут у вас замечания? Если нет, прошу у делегатов поднять руки и обозначить свое согласие. Прошу пустить. Против, воздержавшихся нет. Значит, предлагается следующий регламент работы конференции. Для доклада по первому вопросу 20-25 минут. Это немного? Для доклада по второму вопросу 8 минут, для выступлений в прениях до 5 минут. И для справок 3 минуты. Ну, если по ходу наших выступлений вопросы можно задавать как в письменной, так и в устной форме. Значит, по данному регламенту какие-то замечания будут? Значит, по докладу чуть-чуть можно подсократить дальше. Так, значит, других замечаний, если нет, прошу проголосовать за данный регламент работы. Прошу опустить. Против, воздержавшихся нет. Значит, утверждается регламент нашей конференции. Слово для доклада о работе райкома профсоюза за период с 2015 по 2019 годы представляется председателю райкома профсоюза товарищу Халилбеку Джурлаевичу. Товарищи, 2019 год отчетный для Всероссийского профсоюза работников народного образования и науки. В соответствии с уставом профсоюза, положениями об организациях профсоюза и в связи с истечением срока полномочий их выбранных органов в 2019 году проводятся отчеты и выборы в первичных районных, городских, республиканских организациях профсоюза, которые завершатся съездом профсоюза. Отчеты и выборы – важный этап в жизнедеятельности профсоюза. Они призваны способствовать поиску более эффективных форм работы, проводимой органами профсоюза всех уровней, по защите образования, социально-экономических прав и профессиональных интересов членов профсоюза. К приходу к руководству организациями профсоюза, признанных лидеров и организаторов профработы. Сложность и многообразие задач, стоящих перед первичными организациями в сегодняшних условиях, делают их роль и место в профсоюзном движении исключительно важным. От их активности, организованности, сплоченности, умения своевременно и взвешенно принять решение и выполнить его, от непосредственной деятельности первичек и их выборных органов зависит успех всего профсоюза. Только в условиях взаимного доверия всех структур профсоюза, который проверяется в ходе отчетов и выборов, возможна их активная роль и полезность членам профсоюза. На сегодняшней конференции мы подводим итоги деятельности районной профсоюзной организации и, надеюсь, она станет важным событием в жизни членов райкома профсоюза. В своем докладе я отмечу отдельные итоги работы райкома и задачи, над которыми предстоит работать в будущем. Сегодняшней конференции предшествовала отчетно-выборная кампания в профсоюзных организациях района. Всего в ходе отчетов и выборов состоялось 61 собрание в первичных профсоюзных организациях. Особенно хочется отметить тех председателей ППО, которые сумели организовать и провести профсоюзные собрания на высоком организационном уровне. Раз вы говорите, что сократить надо, я их не перечислю. Это говорит о сплоченности коллективов, конструктивном взаимодействии администрации правкома, активности избранного профсоюзного органа, самого председателя первички. Эти же коллективы, как правило, являются активными участниками всех районных мероприятий,
Приятно отметить, что работа всех первичек в ходе отчетов признана удовлетворительной. Вместе с тем, в ходе проведения отчетно-выборных собраний были выявлены недостатки и нарушения в работе профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций. В ряде образовательных учреждений систематически не проводятся профсоюзные собрания, заседания профсоюзного комитета, не ведется в полном объеме делопроизводства, не работают председатели комиссий создаваемых профсоюзных комитетах. Отсутствие информационных стендов в некоторых образовательных организациях, профсоюзных страничек на сайте ООО, электронной профсоюзной почты ведет вследствие этого к неполноценному информированию, а кое-где и дезинформации всех членов о деятельности райкома профсоюза и вышестоящих профсоюзных организаций. В некоторых первичных профсоюзных организациях профсоюзная работа по старинке сводится лишь к проведению празднования 8 марта, Дня учителя и распределению новогодних подарков для детей работников образования. Думаю, что после череды отчетов и воров каждый из нас делает для себя определенные выводы и в дальнейшем будет работать так, чтобы каждый член профсоюза ощутил поддержку и внимание нашей профсоюзной организации не на словах, а на деле. В ходе проведения отчетно-выборных собраний в ряде ООО были высказаны отдельные замечания, внесены предложения по улучшению профсоюзной работы в дальнейшем и райкомом разработан план мероприятий по реализации внесенных дополнений и предложений. Большинство председателей вновь избраны профсоюзными лидерами, те наши действительно лидеры. Районный комитет пополнился и новыми профсоюзными кадрами, избраны новые председатели. Давайте пожелаем им успешной работы по сплочению и повышению мотивации в своих коллективах, выстраиванию социального партнерства, открытости и гласности действий. Ведь именно это является залогом стабильности и успешности коллектива. Сегодня Сулеймастальская районная организация профсоюза работников народного образования и науки насчитывает в своих рядах 1972 члена профсоюза. Все они работающие. Всего в районе функционирует 61 образовательная организация. Все они объединены в 61 первичную профсоюзную организацию. В составе районной организации профсоюза насчитывается 515 профсоюзных активистов, 298 членов правкома, 145 членов контрольно-ревизионной комиссии, 61 председатель первичных профсоюзных организаций, 11 членов президиума. И, все они активны, целеустремленные, готовы к сотрудничеству. Это они всегда откликаются на любые вопросы и просьбы своих работников, коллег. В составе райкома работают 6 комиссий. По организации уставной работе председатель первичной профсоюзной организации Касумкенской СОЖ Магомедова Маина Игоревна. По охране труда и техники безопасности главный технический инспектор труда райкома, методист МЦ Медеев Эйзудин Сефербекович. По культурно-массовой работе с ветеранами и детьми Джимеев Фазил Касумович, Новомаркинская СОЖ. По правовой работе и трудовым спорам Эфендиев Садых Сабирович. По спортивно-массовой работе Уруджев Фикрет Ахмедович, ППО Даркош-Казмалярская СОЖ. И контрольно-ревизионная комиссия, председатель Ибрагимов Эльзиман Абдулаевич. Мы по этим еще проголосуем, изберем новые составы этих комитетов. Если кого пожелаем, оставим как есть, а других переизберем. Наш профсоюз всегда жил и живет интересами тех людей, кто учит и воспитывает наших детей. В 2015 году в райкоме введен электронный учет членов профсоюза с ежемесячным обновлением данных. Составлены списки юбиляров по стажу каждого образовательного учреждения. В отчетном периоде райком проводил свою работу в соответствии с утвержденным планом работы.
За отчетный период в райкоме профсоюза проведены 10 пленумов, 22 заседания президиума райкома профсоюза с различными вопросами. О задачах первичных профсоюзных организаций по качественному решению социально-экономических проблем и повышению статуса педагога и престижа его профессии. Делопроизводство районной профсоюзной организации. Готовность образовательных учреждений районных к новому учебному году. Соблюдение трудового законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров в образовательных организациях. Об итогах работы райкома профсоюза за каждый год этого периода. О работе райкома профсоюза по осуществлению контроля за состоянием охраны труда в образовательных организациях района. О работе райкома по контролю за выплатой стимулирующих и своевременной выплате заработной платы работникам образовательных учреждений района. О ходе выполнения условий трехстороннего соглашения между администрацией муниципального района Сулейман-Стальский район, РУО и Сулейман-Стальским райкомом профсоюза. Деятельность нашей районной организации осуществляется на основании закона РФ о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Устава профсоюза работников образования и науки, положение о районной организации профсоюза. За отчетный период райком профсоюза уделял большое внимание отслеживанию и современной выплате заработной платы, стимулирующих и компенсаций за книгоиздательскую продукцию работникам школ. Обсуждение этих вопросов выносилось на заседание райкома и президиума. Следует отметить, что эти выплаты в последнее время не имеют задержек. Действительно, сколько мы обсуждали, выносили на обсуждение по коммунальным, по стимулирующим выплатам, по книгоиздательским выплатам, которые месяцами, а то и годами не выплачивались. Но сейчас в этом положительные сдвиги наметились. Коммунальные тоже выплачиваются вовремя, и зарплаты, и книгоиздательские, все выплачивается вовремя. Это говорит о слаженной работе администрации, руководства района, и централизованной бухгалтерии района, и Саид Мусинович, который контролирует в районе эти финансовую часть, именно зарплаты, коммунальные, стимулирующие здесь присутствует, постоянно на его контроле находятся вот эти вопросы, и мы рады, что эти вопросы решены положительно. Сейчас на повестке дня стоит вопрос, задолженный старший замор, вопрос по выплате командировочных выплат работникам школ. Хочется надеяться, что и этот вопрос будет решен положительно. За последний год райкомом профсоюза по вопросам соблюдения трудового законодательства ряду ППО оказана правовая методическая помощь. Дано 106 устных консультаций работникам по правовым, юридическим и другим вопросам. Из них 64 на личном приеме и 42 по телефону. В последнее время, раньше у нас были практики обращения в прокуратуру, суды, правоохранительные органы по решению некоторых вопросов. Но сейчас как-то или с приходом Васильева, или как-то у нас наладились эти отношения при общении с руководством, с работодателями и работниками, эти вопросы легко решаются. Оказывается, некоторые вопросы имеют такие легкие вопросы, которые можно уладить и в коллективе, а это выносится на в районный масштаб, и сразу в голове, самым этим. Лучше, я всегда призывал и первичные руководители, первичных, работать совместно с директором. Если спор произойдет, директор, профсоюзный председатель, завуч, постоянные склоки, это будут и коллектив разладится, и там продуктивная работа тоже не наметится, я думаю. И в таком стиле мы тоже сейчас так работаем.
районов с администрацией. Вот трехстороннее соглашение у нас имеется на 1919-21 годы между трехстороннее соглашение между администрацией, муниципальным районом Сулейман-Старский район, между районным управлением образования и Сулейман-Старским районным РК профсоюза. Эти пункты этого соглашения время от времени обсуждается и ставится на повестку дня. За отчетный период в многих первичных профсоюзных организациях продолжилась практика ведения коллективных переговоров и заключения коллективных договоров. Райком профсоюза добивался включения коллективных договоров образовательных учреждений, дополнительных экономических льгот и гарантий по сравнению с установленными законодательствами. Это такие, например, дополнительно оплачиваемый отпуск предполагалось, если этому председателю первичной профсоюзной организации. Дополнительно, 7 дней, дополнительный отпуск работникам, которые работают без больничных листов, которые не пропускают в смысле занятия, то есть уроки, работу. Да? А также мы предложили, и у нас имеется отгул или прогул, как можно назвать, если сына провожают армию, если свадьба близкого человека, сына, дочери, 2-3 дня можно по договоренности, это можно внести в коллективный договор, и по договоренности работодателя и работника это тоже можно уладить. Без подключения административных структур. Включение в коллективные договора раздела гарантии деятельности профсоюзной организации позволило укрепить правовое положение профсоюза и тем самым признать профсоюз как единственную организацию, ведущую переговоры от имени работающих. Райкомом профсоюза в ноябре проведена тематическая проверка в образовательных организациях района, соблюдение законодательства при заключении коллективных договоров, которое позволяет сделать вывод, что пункты коллективных договоров в целом выполняются. Рассмотренные в ходе проверки коллективные договора соответствуют законодательству и районному соглашению. В них реализованы основные функции по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, производство в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. Режим работы, время отдыха, порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и работодателя, а также меры поощрения, взыскания определены правилами внутреннего трудового распорядка, согласованным с профсоюзным органом. С профсоюзным комитетом согласуется расписание учебных занятий, график работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, тарификации и так далее. Я рекомендую и советую работодателям, чтобы не быть единоличным ответственным за эти действия, за эти дела, принятые решения. Лучше решать это коллегиально. Вызвать, собрать местком, как говорится, или руководство заучи, председатель профсоюзного комитета, или активистов, и коллективно решать этот вопрос. Все и стимулирующие, и расписание звонков, внутренний режим работы и так далее. Это вам легче, я думаю. Конечно, не всегда. Тут я в 10-м съезде ФНПР хотел тоже остановиться, но разве тоже сократим. Там я хотел сказать, ФНПР, это Шмаков на своем выступлении при присутствии
Владимира Владимировича Путина. Мне тоже посчастливилось быть там членом, делегатом съезда в Москве. И он предложил ставки учителей приравнять к двум тарифным, это минимальным размерам оплаты труда. И это некоторые депутаты Госдумы, которые там были, тоже поддержали. И внесли в Государственную Думу на заседании это огласили. Но какие-то там были закулючки, что-то не прошло. Но это на повестке дня остается. Посмотрим, что из этого выйдет. В течение всего периода почти во всех первичных профсоюзных организациях велась работа по охране труда. В образовательных учреждениях работали 56 уполномоченных по охране труда. Главным уполномоченным по охране труда при райкоме профсоюза избран, говорил я, Медеев Изутим. В 2015 году было проведено несколько акций в защиту образования и его работников. В адрес правительства РД районной организации профсоюза направлялись телеграммы с требованием проведения индексации заработной платы работников образовательных учреждений, в адрес президента РД о рассмотрении вопроса о выплате коммунальных услуг работникам школ. 1 мая, в день весны и труда, прошла акция профсоюза «Достойный труд, достойная зарплата» в селе Никосункен, в которой приняли участие представители районной организации профсоюза работников образования, представители школ и так далее. В феврале-марте в образовательных учреждениях района прошли традиционные конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Лучший учитель родного языка», «Воспитатель года» и так далее. Профсоюз активно развивает корпоративную культуру и творческий потенциал работников образования через проведение районных и участие в областных мероприятиях. В 2017-2018 учебном году были проведены 8-я районная спартакиада работников образования по 6 видам спорта. В соревнованиях приняли участие все коллективы образовательных организаций, кроме начальных. Победителем районной спартакиады работников образования стала команда Куркенской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Рагимова. Второе место заняла команда Тастальская СОЖ имени Халикова. Третье место у команды Новомакинская СОЖ. Команда Куркенская СОЖ номер 1 имени Рагимова участвовала в национальной части республиканской спартакиады и заняла второе почетное место. Все команды, призеры, а также победители в личном зачете были награждены грамотами и денежными премиями. По инициативе администрации управления образованием профсоюзной организации в 2018 году также прошел районный фестиваль самодеятельного художественного творчества работников образования. Тоже пропустим. Хочу подчеркнуть именно заслугу в этих делах. Вот сохранение языков, проведение конференций по языкам и такие круглые столы именно по нашей культуре и обычаям нашего народа. И в последнее время стали обращать много внимания школам именно. Это я хочу связать с деятельностью нашего главы администрации Наримана Шамсудиновича, так как он сам является учителем, знает все наши стороны нашей жизни, в чем они нуждаются. И, честно слово, некоторые завидуют нашему району, у вас, говорит, учитель, глава района, и поэтому у вас и в районе строится, обращают внимание социальным объектам, образовательной стороне этого дела. Недавно у нас здесь, в этом зале, была встреча с руководителями не райкома, а нашего труда, профсоюза
Республиканского союза организаций профсоюза. И они, когда увидели села, вот асфальтированные улицы, газ, вода, они тоже, у них это вызвало удивление. А у нас в городах этого нету, говорит. Поэтому, говорит, у нас и учителей избыток, а в горных районах все, кто в Махачкалу, город пошел, никому не хочет обратно поехать в горы, так как там условий нету, и дороги, и вода, и все время даже дров нету, кизяком топят печи. И там сейчас мы и обсуждали на той встрече, и подчеркивали это, именно там учителя сейчас хорошо зарабатывают. Это палка в двух концах, как бы. Там нехватка, а у нас избыток. Потому что именно из-за нашей природы, так, красивая природа, хороший климат, и дороги, и условия, и никому не хочется оставаться в Махачкале, в Дербенте, каждый приезжает к себе домой. И поэтому устраиваться на работу трудно. Вот мы сейчас, Вазим Думнажидович, у бухгалтера выясняли, у нас 900 ставок всего положено району. Короче, 0,7 единиц ставок. Ставки нету. Ставка значит 1400 работающих, а ставки 900. А там наоборот. Там, если на 100 работающих, ставки там 200, 250 и выше. Поэтому они работают на двух ставках, у них и горные, у них вот тому постановлению правительству, дополнение к постановлению 367, у них, они поддерживают это постановление. Если мы против этого постановления, что снизили стимулирующие части, компенсирующие части, а они за, потому что им это привело к увеличению зарплат. Особое внимание райкому профсоюза уделялось информационному обеспечению деятельности профсоюза, которое необходимо для осуществления всей работы, достижения уставных целей. Как известно, большое значение для обеспечения мотивации профсоюзного членства имеет не только работа, а и информированность. Сегодня социально-экономическое положение работников образования зависит от десятков учреждений. Это мы тоже пропустим. Так, дальше. Вот в первичной профсоюзной организации регулярно передавалась необходимая информация о различных вопросах и профсоюзных мероприятиях. С целью активации информационной работы в этом учебном году будет объявлен районный конкурс «Смотр профсоюзных стендов», по итогам которого будут определены победители, которые удостоятся наград. Вот и конкурс «Калус-Глазас», вот во всех первичных профсоюзных организациях, где имеются стенды, имеются вот профсоюзные уголки, они висят не на видном месте, да, а у себя в кабинете. В кабинете кто видит? Надо в коридоре развешивать его. Это одно. И еще один конкурс хотел объявить профсоюзная организация совместно с районным управлением образования о развитии школьных приусадебных участков и озеленению территории образовательной организации. Вот иногда, когда заходишь в некоторые школы, вот территория такая, захламленная, да, и там можно цветки разбить, там посадить елку, дерево, что-нибудь, чтобы глаз радовался. Это чтобы пришедший узнал, что это территория, которая учит добру, которая хорошему, красивому учит. Вот этот мы объявим конкурс. Вот если
с садоводством, с приусадебным участком это долгая работа будет. Это надо выяснить с осенью. Посаженные деревья, саженцы дадут не плоды, просто схожесть хорошая будет. Вот наш уважаемый Абдурахман Малимов, комиссия будет старшим, он будет это контролировать. И вот разбить цветки можно же весной, чтобы красиво было, чтобы все хорошо было. Это будет конкурс, объявится, и будут награждены победители, коллективы будут награждены дипломами, грамотами и денежными поощрениями. По-моему, неплохое начало, я думаю. И оформить стенды я попрошу к 31 декабря 2019 года, к 1 января 2020 года стенды завершить. Все председатели профсоюзных организаций используют в своей работе электронные средства информации, электронную почту как возможность оперативного обмена информацией. В школах есть, это можно использовать, и профсоюзные лидеры могут использовать. Райкомом профсоюза в 2018 году активизирована информационная работа на странице сайта Республиканской профсоюзной организации Union05.ru. Начата подготовка к участию во всесоюзном конкурсе «Информационный прорыв». В летнее время в райкоме проводилась работа по оздоровлению работников санатория Кавминвода. 56 человек профсоюза поправили свое здоровье за эти годы по профсоюзным путевкам со скидкой 20%. Обращайтесь, я еще раз говорю, развешьте объявления в ваших коллективах. Действительно, сейчас в санаториях вот, наши работники отправляются, отдыхают, возвращаются, очень хвалят. И для души, и для здоровья, и хороший корм, ну, обеды, завтраки тоже хорошие. Дальше. Более 30 детей, работников образования при содействии райкома профсоюза в этом году получили бесплатные оздоровительные путевки в санатории республики. Это детские. Детские тоже есть. Тоже объявление повесьте, есть бесплатные. Всего за эти годы грамотами райкома профсоюза многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами награждено 76 членов профсоюза. Выделено материальную помощь 64 членам профсоюза. Мы многого еще не добились. Жизнь идет, многое предстоит сделать. Но все мы учимся в этих новых, сложных условиях бесконечных экспериментов. Ищем пути решения поставленных жизнью перед профсоюзами задач. Мы готовы к открытому взаимодействию с каждым, кому не безразлично профсоюзное движение. Желаем вам веры в добро, здоровья, благополучия и боевитости профсоюзным организациям, в защите и отстаивании трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. Спасибо за внимание. Для доклада слово предоставляется председателю ревизионной комиссии товарищу Ибрагимову Разима Абидлаховичу. Разрешите отчитаться. Ревизионная комиссия Шулейман-Старской районной организации профсоюзов работников образования и науки была избрана на 5-й конференции в количестве 3 человек. В своей работе руководствовалась она уставом отраслевого профсоюза и положением ревизионной комиссии. За этот период комиссией проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности райкома профсоюза, профсоюзных комитетов, состояния бухгалтерского учета и отчетности, исполнение принимаемых президиумом райкома профсоюза постановлений, работы с обращением членов профсоюза за период. В комиссии проведена проверка расходования денежных средств, поступающих на счет райкома профсоюза. Члены комиссии принимали участие в работе пленумов, заседаниях президиумов, в работе семинаров. Ревизионная комиссия отмечает, что нарушение финансово-хозяйственной деятельности райкома профсоюза не установлено. На 1 сентября 2019 года
Районная организация объединяла 61 организация, где работает 1972 человека. Основным источником финансирования являлись профсоюзные взносы, перечисляемые ежемесячным путем без наличного расчета по заявлениям самих членов профсоюза. Размер взноса составляет 1% от заработной платы работников. В соответствии с постановлением Президиума Дагестанской республиканской организации профсоюза работников образования и науки, профсоюзные взносы распределялись в следующем. 45% первичной профсоюзной организации, 20% районной организации профсоюза, 30% областная организация профсоюза и 5% по постановлению Пленума Лескома на подписку газеты «Голос профсоюза образования». Финансово-хозяйственная деятельность райкома профсоюза в отчетном периоде осуществлялась на основе смет, утвержденных президиумом, учетной политики райкома, инструкции по бухгалтерскому учету в профсоюзных организациях. Расходы осуществлялись в соответствии с уставом отраслевого профсоюза, нормативными документами и утвержденными статьями смет. Все финансово-хозяйственные операции велись квалифицированно в соответствии с законодательством. Так, за отчетный период денежные средства распределялись следующим образом. Так, общие средства за 2016 год 1 533 861 рубль. Из них 690 237 рублей отчисления в коллективы образовательных организаций, это 40%, 45%, то есть. 450 158 рублей вышестоящей организации, это 30%, 306 772 рубля в районной организации, это 20%. За 2017 год 1 593 712 рублей. Из них 717 170 рублей отчислений в коллективы, 478 113 рублей вышестоящей организации, 318 742 рубля в районной организации. За 2018 год эта сумма 1 847 498 рублей. Из них 831 374 рубля отчислений в коллектив ООО, 554 249 рублей вышестоящей организации, 369 499 рублей в районную организацию, которая составляет 20%. Денежные средства профсоюзного бюджета расходовались на обучение профактива, культурно-массовые мероприятия, проведение спортивно-массовых мероприятий, чествование ветеранов педагогического труда, премирование профактива, организационные и хозяйственные расходы, материальную помощь членам профсоюза. В отчетном периоде райком профсоюза активно участвовал с оказанием финансовой помощи в таких мероприятиях, как районные республиканские спартакиады, мероприятия, посвященные Дню Учителя, конкурсы, фестивали, смотры на лучшую общественную комиссию по охране труда. Заработная плата работникам райкома профсоюза устанавливалась в строгом соответствии с положением об условиях охраны труда работников профсоюзных органов. 38 членов профсоюза в отчетном периоде были награждены почетной грамотой райкома профсоюза. 16 человек почетной грамотой областного комитета профсоюза. Данный анализ свидетельствует о том, что денежные средства в райкоме профсоюза расходовались экономно, в пределах статей бюджета на цели, предусмотренные уставом и сметой. Ежегодно на заседаниях президиума райкома профсоюза заслушивались вопросы исполнения профсоюзного бюджета. Через президиум проходили вопросы премирования профактива,
оказание материальной помощи, утверждение расходов райкома на хозяйственные нужды. Райком профсоюза проводит организационную работу в соответствии с уставом отраслевого профсоюза. Работа планируется полгодия, планировалась. Все планы утверждались на заседаниях президиума, которые отличаются конкретностью и деловитостью. Анализ реализации планов работы показал, что они в основном все выполнены. За указанный период проведено 10 пленумов, 22 заседания президиума, 7 семинар-совещаний председателями первичных профсоюзных организаций, на которых рассматривались наиболее важные вопросы деятельности профсоюзной работы. На заседаниях президиума рассматривались наиболее важные вопросы профсоюзной работы, а также деятельность учреждений образования. По всем рассматриваемым вопросам проводились проверки на местах. Итоги докладывались руководителям учреждений, председателям профсоюзных комитетов. В Ревкомиссии проведена проверка соблюдения порядка рассмотрения жалоб, заявлений, обращений членов профсоюза. Работа с обращением граждан в райкоме проводится в соответствии с действующим законодательством. Председатель райкома профсоюза осуществляет личный прием граждан и ежемесячное ведение день приема по четвергам с 8 до 17 часов. В отчетном периоде на личном приеме у председателя побывало 268 членов профсоюза. За отчетный период в райком профсоюза поступило 64 письменных обращения. Тематика вопросов, с которыми члены профсоюза обращаются в райком, разнообразна. Правовые вопросы, в том числе увольнение и трудоустройство, вопросы охраны труда, пенсионного обеспечения и выплаты пособий, санаторно-курортное обслуживание и жилищно-бытовые вопросы и другие. Практически все обращения членов профсоюза рассматриваются с выездом на места. Следует отметить, что в ходе рассмотрения обращений не всегда подтверждаются факты, изложенные членами профсоюза в заявлениях. В случае установления нарушений законодательства о труде, коллективного договора, нанимателям выдается представление об устранении нарушений и рекомендации обсудить представление на совместных заседаниях администрации профсоюзного комитета с целью принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушения законодательства. Все поступившие в отчетном периоде в адрес райкома обращения рассмотрены в установленные сроки. Заявителям даны ответы, повторные обращения в отчетный период не поступали. Кроме того, на устные обращения членов профсоюза дано 135 консультаций по телефону по различным вопросам. Порядок рассмотрения в полном объеме соответствует постановлению Президиума Федерации профсоюза РФ, нарушений не установлено. Райкомом профсоюза проводилась большая работа по разъяснению трудовых и социально-экономических прав и интересов работников. На семинарах, совещаниях и с профактивом давались устные консультации, выпущены методические разработки, информационные вестники по данному вопросу. Все это, конечно, способствовало положительному разрешению возникших проблем в коллективах. Вам я желаю здоровья всем. Доклад ревизионной комиссии завершен. Вопросы будут, докладчику? Если нет, прошу, спасибо. Так. Дорогие друзья, как мы условились, значит, переходим к обсуждению обоих докладов. Значит, и желающих выступить прошу подавать списки в секретариат, записки. Для подготовки проекта постановления конференции нам нужно избрать редакционную комиссию. На ваше обсуждение уносятся следующие кандидатуры состава редакционной комиссии. Мамалиев Гаджи Рамазан, председатель первичной профсоюзной организации Герихановской средней школы номер 1, Камилов Загидин, председатель Шахетской средней школы, Рамазанова Оксана Альбертовна, ведущий специалист районного управления образования. Другие предложения будут? За данное предложение прошу проголосовать. Против, воздержались? Нет. Значит, редакционная комиссия вступает в свои силы, как говорится. Значит, приступаем к обсуждению обеих докладов. Значит, желающие выступить, пожалуйста. Слово для выступления
Предоставляється Савжиха Малим, я Чизан Казвирида, директор школи, чи Даркошли школи, Саугра. Уважаемый президиум, уважаемые делегаты конференции, я Халильбекова Джарулаевича знаю давно, более 30 лет. Еще даже до того, как он стал председателем правкома. Знаю его только с хорошей стороны. Его человеческие качества, как он обращается к своей работе, как он обращается к людям, это все говорит о том, что он действительно находится на своем месте. Ему я знаю из разговоров моих коллег, я точно знаю, что ему не безразлично, что происходит у нас в профсоюзной среде. Он постоянно обращается по самым таким животрепещущим вопросам в вышестоящей организации. Почти он вхож в министерские кабинеты и в Махачкале, вхож он и здесь, обращается по самым таким вопросам. И сколько мы читаем его статей, публикаций в различных газетах, начиная от центральных изданий до наших республиканских. И постоянно он касается этих вопросов. Конечно, он мог бы еще больше сделать, но иногда можно услышать, как будто, что делается этим нашим профсоюзом. Знаете, он издавать какие-то новые законы, там увеличить нам зарплату он, конечно, не сможет. А обращаться, требовать он может, конечно, и чего он и делает. Я постоянно читаю его статьи, почти во всех, начиная с центральных. То есть человек по этим своим качествам находится действительно на своем месте. И поэтому я его работу, его деятельность оцениваю на удовлетворительно. Мог бы еще, конечно, выше, но не положено, говорят. Еще, кстати, в том, что у нас еще прибавился один герой России, и там его заслуга очень огромна. Сколько он обращался в различные инстанции, сколько, начиная от наших центральных инстанций, государственных, наверное, никто. Поэтому и за это, конечно, ему большое спасибо. И поэтому я бы хотел бы, если бы мое мнение, он заслуживает вновь остаться на своем посту. Что касается нашей работы у нас в школе, действительно, с первичной организацией, обычно говорят, что редко находят там администрация и профсоюзный комитет, редко находят общий язык и так далее. У нас этого нет. У нас все по взаимному согласию. Мы сотрудничаем во многих вопросах. Наш председатель участвует, как здесь сказали, и при распределении стимулирующей части, дает советы и при составлении расписаний. В общем, мы согласуем все наши мероприятия, начиная от различных экскурсий, мероприятий, юбилеев и так далее. Поэтому будущему комитету я желаю успехов, больших успехов в своей работе. Спасибо. Оценка удовлетворительна. Предоставляется Гусейнову Имамовичу. Уважаемые делегаты районной отчетно-выборной конференции работников образования, нам очень приятно в сегодняшнем мире, когда происходят такие важные события и в мире, и в стране, и в нашем краю. Профсоюзное движение набирает какие-то темпы, какое-то слово свое хочет сказать. Мы всегда говорим, что профсоюзы независимые. Они действительно независимы, но, как здесь сказал в предыдущем выступлении Савжиха Малим, не все подвластно, не все в силах профсоюза, потому что это и связано с экономикой нашей страны, это связано с теми пробелами, которые происходили и происходят
в нашей стране. Но самое главное, что профсоюзы работают добросовестно, добросовестно выполняют свой долг, свои обязанности, свои общественные обязанности. Профсоюзный лидер всегда звучало и звучит весомо. На него всегда оглядываются, ждут от него поддержки, инициативы в буднях коллектива, тем более вот нашего школьного коллектива. Профсоюзный лидер должен быть и хорошим специалистом, и примером должен служить в педагогическом мастерстве, и психологом он должен быть, помощником, советчиком коллег, и в первую очередь посредником, как здесь уже говорили, посредником между коллективом учителей и администрацией школы. В работе нашего профсоюзного комитета было много направлений рассмотрения совместно администрации школы вопросов организации учебно-воспитательной деятельности по созданию комфортного климата в коллективе нашей школы. Правком принимает активное участие в распределении учебной нагрузки учителей, организации выплат средств фонда стимулирующего характера педагогического персонала. Вызывает недоумение сокращение процентов стимулирующих выплат фактически до минимума. Уверены, что это не скажется положительно на качестве работы педагога, потому что известно о факторе стимула, финансовой заинтересованности каждого работающего человека. В частности, надо отметить на этот счет, что районный комитет профсоюза работников образования отправила не одно письмо, отправила правительству Республики Дагестан с несогласием такого решения. Наступил новый учебный год, и пока что неизвестно, как это меняется вот именно в этой части, стимулирующей характер нашей работы. Но хотя вот так в процессе вот этого сокращения стимулирующей части и вырос средний заработок учителей, имеющих учебную нагрузку, но это достигнуто было, конечно же, не самым лучшим образом, как мы это все знаем. Но если отдельно говорить о коллективе Алкадар средней школы, где я председателем профкома работаю даже больше председателя нашего райкома профсоюза, но отчисления на профвзносы хоть и мизерные, у нас представляется возможность помогать за счет этих средств школе в организации там, различных внешкольных мероприятий, приобретении недорогих наглядных пособий, таблиц. Оказывал правком помощь и нуждающимся учителям. В этом отношении, между прочим, надо отметить, что наш председатель райком профсоюза отвлекался на нужды школы в отношении учителей, которых нуждаются, и отпускал дополнительные средства на этот счет. Ну, несколько слов о работе председателя района профсоюзной организации Халибек Маалим. Как уже здесь сказал Саудиха Маалим, Халибек Маалим на своем месте, сидит на своем месте, защищает интересы педагогов района, и не только сидит, но и ходит, и постоянно находится в движении, достойный лидер, достойных работников образования. Мы поддерживаем его работу и желаем ему дальнейших успехов. Уверены, что он будет много истин. Спасибо. Слово предоставляется Балауну Сафаралиеву, директору Герихановской средней школы МРД. Конечно же, я вместе с моим коллективом такого же мнения. Наш коллектив слаженно работает, у нас добрые отношения с профсоюзным комитетом школы. И такие же отношения мы поддерживаем с Халимбеком Джуралаевичем. Знаю его не только как организатора, и знаю как своего товарища. Мы с ним учились в одной школе, со школьной скамьи знаком с этим человеком, очень порядочный, добродушный, всегда может прийти на любой зов на помощь. Поэтому мое мнение – это мнение моего коллектива. Поэтому целиком полностью поддерживаю. Был бы рад увидеть его вновь во главе районной организации профсоюзов работников образования. Ну,
Ергол Дудач. У меня такой вопрос, пользуясь случаем. Все мы с вами знаем, что заработная плата работников в сфере образования в Республике Дагестан самая низкая, да? Низкая. Если учесть примерно 10 и более раз меньше, чем в Москве, Московской области, в разы меньше в республиках Северного Кавказа. Выступая на августовской конференции, глава республики Васильев сказал, что с Нового года, заметьте, не с нового учебного года, а с Нового года повышают зарплату на 4%. У меня складывается такое впечатление, что с профсоюзами вообще республики, они или не считаются, или профсоюзная организация соглашается с этим. Это издевательские мизерные повышения. Просто хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Нет, это не работникам, которые распространяются указы президента 2012 года. На них не распространяется этот 4%. На тех, которые не распространяют этот закон, указ президента 2012 года. То есть на педагогическую работу это не распространяется. Да. Нет, даже по WhatsApp. А так-то работу Халибе Джурлаевича оцениваю на удовлетворительное. Желаем дальнейших успехов. Нет, вы скажите, для улучшения работы в дальнейшем, что должен делать Халибек? Мы хвалим его от того, что он хороший человек, один раз сказал уже все. Скажите, как улучшить работу райкома профсоюза? Я скажу. Мы с Халибом Джурлаевичем, примерно весь коллектив, вот, директорский корпус и вообще наш учительский, значит, состав, мы его поддерживаем. Я лично сколько раз к нему не обращался по этим вопросам, мы с ним созвучны, да, как говорится, вместе работаем в одном направлении. Мы неоднократно проводили здесь совещания по поводу, значит, и повышения, по поводу, значит, там каких-то и невыплат и прочее. Халибек Джурлаевич один в поле не воин, он один ничего не сможет сделать. И нужно наше взаимопонимание и наша помощь. Но к сожалению, сегодня не только у нас в республике и вообще Российской Федерации, к сожалению, я скажу многому, профсоюзная организация иногда превращается в карманную организацию. Они соглашаются, соглашатели, и исходя из этого примерно, многие наши требования остаются чисто на бумаге. И Халибек Джурлаевич точно же оказался в такой же шкуре, в такой ситуации. Не может добиваться, кроме как он, я знаю, он кроме как и статьи пишет, он активной блогерской деятельностью занимается. Вот. Он что может, то делает. То есть получается чисто декларативная какая-то работа, но без конкретной самой. Поэтому, если профсоюз и в нашей республике организовывали бы такие акции, протесты и прочее, как и за рубежом в других странах, может быть, мы что-то добивались бы. У нас этого нету. Мы это считаем, что нарушением закона или каждый боится свое место и так далее. Нет протестного движения, активного протестного движения у нас нету по этому вопросу. Согласны? Все, спасибо. Раньше, если помните, мы в районе проводили митинги, забастовки насчет коммунальных, мы тогда получили это, и республика перешла на это, и все получили коммунальные, на счета поставили аресты. Сейчас то, что мы получаем в районе, район получает бюджетные средства, до нас доходят. Здесь финансовых нарушений мы не видим. Поэтому мы сейчас переключились, работаем в региональном масштабе и федеральном. Деньги, повышение зарплаты осуществляют федеральные структуры, правительство Российской Федерации. Поэтому здесь, если мы сколько не будем, выйдем здесь на митинги, на протесты, акции, это нам ничего не даст. Поэтому эти протесты, мы должны превратить в телеграммы, в письма, и завалить их письмами, чтобы они знали, что действительно это боль учителей, это действительно нужда, их заставляет это делать. Там делается, там тоже вот надо большую акцию тоже провести, наверное, наметиться.
Так, продолжаем, да, выступление. Абдулла Кемалин, пожалуйста, директор Нетюркской средней школы. Спасибо. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, да, сегодня мы собрались на очередную конференцию для того, чтобы оценить работу профсоюзной организации нашего района. Действительно, с приходом Алибека Джаралатовича к руководству районной профсоюзной организация нашего района стала более оживленной, более активной, работоспособной. Это благодаря заслугам Джаралатовича. Но я тоже согласен оценить работу профсоюзной организации района на удовлетворительно. Да, профсоюзные организации действуют и в школах тоже, совместно с руководством они проявляют очень активную работу, проводят. И по распределению, значит, и стимулирующей части, и не только, значит, и ставок, и часовое распределение. То есть во всех конфликтных вопросах участвуют профсоюзные организации, нашей школы тоже, как и ваших школах. Но действительно мы видим, что наша районная профсоюзная организация занимается обычными нашими проблемами очень активно. Но активность, проявляя с нашего района, это, конечно, мало для всего педагогического коллектива Российской Федерации. Если московский учитель получает средняя заработная плата 114 тысяч рублей, а наши учителя даже и 14 тысяч рублей не получают, средняя месячная зарплата, а требования и к нам, и к ним одинаковые, и они выполняют свои обязанности, и мы с мелом и доской тоже выполняем при отсутствии даже нормальных условий труда для педагогов в школе. Но, конечно, это не мы можем решить этот вопрос, но профсоюзная организация Российской Федерации – это неполитизированная огромная сила. И снизу, если поднять эти вопросы, я предлагаю, значит, поднять вопрос в Российской Федерации, в масштабе Российской Федерации о том, вот, дать равные возможности и Министерству образования, и Министерству обороны. Почему? Если Министерство обороны занимается защитой государственной целостности, то Министерство образования занимается защитой целостности нации. Если учитель остается в нищенском положении, то как может учитель выполнять свои обязанности перед государством для того, чтобы целостность нации была сохранена и она процветала? Иначе, если мы остаемся в таком бедственном положении, учителя, не только района, но и по Российской Федерации, то действительно о здоровой нации говорить нам будет уже недолго. Поэтому я предлагаю в присутствии и представителя Рескома поднять этот вопрос снизу до верху. Если низы не хотят жить по-старому, то и верхи не могут управлять по-старому. Такова логика всех революций. И поэтому я не призываю к революциям, конечно, я призываю к принятию закона о том, чтобы вот эти две министерства были на равных условиях. Если посмотреть сельских населенных пунктах, это самые убогие, самые ветхие здания у нас, это школы и детские сады. Тогда, когда вот по Министерству обороны это самые шикарные условия там создаются. И там контрактник, который не может, который не смог нормально учиться в школе, заключая контрактную службу, получает по 35-50 тысяч в среднем заработную плату. Это в 2-3 раза больше, чем заработная плата наших учителей они получают, наши эти двоечники. Так что, поэтому, чтобы учитель шел на урок с поднятой головой, его интересы должны быть обеспечены, защищены. Вот, спасибо за внимание. Значит, по замечанию, это Казем Бумович сделал здесь, это правильное замечание.
Мы сегодня не день рождения отмечаем Халибека Джамбулатовича. Мы собрались чисто рабочую обстановку создать и нашу, как говорится, работу наладить на будущее. Поэтому критика, самокритика должна прозвучать в наших выступлениях обязательно. Конструктивная критика. Да. А женщины у вас молчат, почему-то очень скромные. Женщины как встанут, так они Не остановить, да? не остановятся. Да. Да, школьные учреждения молчат. Наш- Почему? Да. Светлана Селебровна, заведующая детским садом, Аленушка, снова посылок. Когда сказали, что женщины пассивны, Фактически у я вас тут женщин сейчас... представляю коллектив, где профсоюзная организация насчитывается около 60 человек. Поэтому от всех самых маленьких я приветствую всех членов сегодняшней конференции. И хочу пожелать в будущем нашему профсоюзу больших успехов, чтобы мы могли на самом деле с гордо поднятой головой работать с нашими детьми в нашей благородной профессии и благодарность, чтобы была наша работа. Насчет Халил Бегмалим тоже, раз все говорят, я тоже скажу, мы всегда чувствуем его за спиной, мы всегда чувствуем его поддержку. Я тоже, например, в социальных сетях, я вижу очень много его писем открытых, начиная от главы республики и другим инстанциям. Поэтому я солидарна с его работой, мы все довольны, мы чувствуем его. А дальше, может ли он еще больше, мы желаем ему успехов еще больше, и чтобы более результативной была наша работа, профсоюзу пожелаю. Я без подготовки просто, Если можно вам вопрос задам, вашим воспитателям зарплата увеличилась или нет? Увеличилась, стимулирующая часть уменьшилась намного. Но суммарно? Суммарно уменьшилась. Зарплата? Да, потому что, почему сейчас скажу, оклад увеличился, Ну да. а стимулирующая часть уменьшилась. Вот с окладом оклад увеличился у вас на 58%. Значит, правильно? скажу так, Ставка. и работники, которые много лет работали, которые имели большие результаты, у них была большая стимулирующая часть. Так как оклад уже как-то выровнялся, им меньше, а новым, более молодым специалистам, которые не имели малую часть стимулирующих, им стало немножко больше. Немножко нет. В общем, нет, увеличения нет. 58% увеличилась ставка заработной платы. Как же немного? Не может быть немного. Достаточно... Оклад увеличился. Сумма оклада увеличилась. Но ощущения нет, что... Нет. Есть ощущение, почему нету? Есть. Просто стимулирующая не тогда еще. Молодые специалисты ощутили небольшое увеличение. Оценка какая будет, Светлана? Оценка, вот так как говорят, отличная, хорошая. Человек старается, душой болеет за всех. Хорошая не бывает, поэтому удовлетворительная оценка. От всех маленьких детей, от всех детских садов, наверное. Это. Слово предоставляется Загидину Саидовичу Камилову, Черкесская средняя общеобразовательная школа. Уважаемые коллеги, я представляю Шерхенскую среднюю общеобразовательную школу, в которую приходят дети после окончания начальных и основных школ 5 вокруг расположенных сел. Чтобы обрисовать ситуацию, которая сейчас имеется в регионе, в 1979 году, когда я первый раз приехал в школу учителем, был выпуск 112 человек. Сейчас в нашей школе 76 человек учатся из 5 сел. Вот вам вся картина. Все молодые семьи уезжают за пределы республики, потому что нет работы, а детей надо как-то поднимать. И получается, здесь я хотел бы еще затронуть такую проблему. Мы скоро можем лишиться своей национальности. Потому что молодые семьи уезжают в города, приезжают домой, уже с тобой не разговаривают ни на родном языке, уже его не знают. Так мы скоро потеряем свою самобытность, наши традиции, наш язык, нашу культуру. Беда в том, что здесь нужно создавать на месте рабочие места. Теперь я немножко скажу о нашей школе.
В этом году мы отмечаем юбилей, столетний юбилей основания школы и основание 70-летия со дня основания средней школы образования. Ну, хотим выразить свою благодарность, конечно, администрации и министерству, что нашу школу включили в состав ремонтируемых. Сейчас полностью обновляется старый корпус школы. Это такую нам создало проблему, что мы не могли вместить в другой корпус школы все классы. И учителям порой приходилось, когда у него нет уроков, просто стоять на улице. Или в кочегарке где-нибудь, чтобы не замерзло. Такая ситуация. Но сейчас ремонтные работы идут полным ходом. Я хочу поблагодарить Алибека Джурлаевича, потому что каждый раз, как он только не встретит где-нибудь, обязательно спрашивает, как ремонт, как идет, что, какие там проблемы у вас. Ну, живо интересуется этими проблемами. Но кроме того, я хочу еще сказать, что когда беда настигла нашего коллегу, попали в аварию, там мать умерла, там муж был почти 9 операций перенес, и молодая учительница вынуждена была уйти с работы за свой счет, чтобы ухаживать за ними. Мы дали представление в районный комитет профсоюза, чтобы оказать там материальную помощь. Этот вопрос, хочу поблагодарить, решился, решать сейчас, будет уже решен положительно. Ну, кроме того, я еще хочу ходатайствовать детям, которые приходят в школу из соседних сел, они же утром не успевают даже позавтракать. Решили, и помогла администрация, глава администрации вмешался, и наш депутат в решении вопроса. Им предоставляется горячее питание и старшеклассникам, не только младшим, но и старшеклассникам, которые из соседних сел, там 6 километров, 5 километров и так далее. Еще я хочу, чтобы Алибек Джурлаевич и вообще районный комитет профсоюза вмешались в такой вопрос. У нас школьный автобус, вы знаете, что в городах на первой и второй передаче, понимаете, а топливо, бензин выпускается в таких же размерах, как и по асфальту. И получается проблема такие, что когда заканчивается топливо, нет там лимита, и приходится детям там идти пешком. Но я не буду ваше внимание долго задерживать. Хочу сказать, что все средства, которые получаем мы с районного комитета профсоюза, они расходуются на организацию там, сладких столов и так далее, мероприятий, школьных праздникам и другим таким школьным мероприятиям. Я от себя тоже хочу поддержать вопрос оценки работы районного комитета профсоюза и лично председателя Алибека Джурлаевича оценить положительно. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть продолжение, я пару тоже слов скажу. Казем Тулуджидович тоже как председатель нашего представителя Рискома выступит и на этом ограничится, да? Ну, Саид Мусильевич ждет от вас вопросов тоже после этого. Можете задавать, если у вас вопросы будут, пожалуйста. Ну, мне что хочу сказать, во-первых, я всех делегатов поздравляю с этой конференцией, очередной нашей конференцией. Действительно, и в докладе, и в выступлениях прозвучали проблемы, прозвучала критика в адрес вышестоящих организаций и органов. Действительно, что нас больше всего волнует, меня лично, в том, что активность, которую проявляет Алибек Джурлаевич, будучи на своем посту, эта активность не переходит в первичные профсоюзные организации. На местах фактически, как мы видим, как мы слышим, как мы по своей работе там оцениваем, смотрим, профсоюзные организации существуют фактически на бумаге. Нас волнует еще один вопрос, который не может не волновать. Члены профсоюза некоторых наших образовательных учреждений пишут заявления, выходят. Это надо изучить новому профсоюзному комитету, надо вплотную заняться этим вопросом и разобраться, почему эти наши профсоюзные члены выходят из состава. Но я хочу отметить, что на предыдущих, как было здесь сказано, проведено 10 пленумов, там и комиссии заседали там и так далее, но не прозвучало, какие решения были приняты и как они исполнены были вот за отчетный период. Нам уже
от этой говорильни, от этих разговоров надо переходить уже к более конкретным делам. Это большое требование. Нас особо волнует, вот мы в наших выступлениях это подчеркнули, сказали, волнует то, что в нашем районе аварийные ветхие школы, 21 школа, это количество школ попало и соответствующий список республики. Это самое большое количество аварийных и ветхих школ. И садики наши. Нам, профсоюзным лидерам, профсоюзному комитету, скорее всего, надо будет переходить и к этим вопросам тоже. Уже давно пора. Потому что от того, в каких условиях работают наши учителя, в каких условиях обучаются, получают воспитание наши дети, это более ответственного вопроса, по-моему, нет. Хотя письма от наших организаций, от нашей администрации, от общественных формирований района уходят, но на эти письма фактически такого нету. А то, что Халибек Джарлаевич, как блогер, как соответствующий по своей инициативе все это выступает, ему надо собрать вокруг себя вот этот и этот комитет активизировать. От имени комитета, от многотысячной армии, почти 2000 членов профсоюза у нас в районе, педагогов. Это большая сила. От имени этих педагогов надо уже писать и президенту, и главе республики, и бить в колокола, что эти условия не соблюдаются и не делается ничего. Поэтому, я долго не буду говорить, но вы знаете, 19 октября ожидается празднование, юбилей у нас большой, 90-летие нашего района. Хочу всех поздравить, поскольку мы, каждый из нас, как пчелки, несем мед в наши, как говорится, ули нашего района. Я хочу, чтобы в ваших домах было спокойствие, покой, чтобы мы были всегда здоровые, чтобы нас слушались свои родные дети и те дети, которых мы обучаем и воспитываем. Это самое главное в нашей жизни. Успехов вам больших. Слово предоставляется Хазем Долмичевичу. Это великий аксакал, умудренный опытом человек, знает жизнь изнутри педагогов наших. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, значит, я хочу ваше внимание обратить на те вопросы, которые вы затронули. Те, которые не затронули, тоже я слышал. Недавно у вас здесь были другие профсоюзы, наши союзы, организации профсоюзов, поэтому вопросы заработной платы прежде всего. Короче говоря, средняя учебная нагрузка в республике составляет 1,2%, 1,2 от ставки. А в вашем районе составляет 70% только составляет от одной ставки. Общая нагрузка такая. Поэтому у вас средняя зарплата маленькая, учитывая, очень много работников находится на нагрузке меньшей ставки. 608 по нашей информации, а по информации управления образования еще больше, кажется. Я позавчера в Министерство образования звонил, я вот эта цифра выяснял, какая средняя учебная нагрузка, 1,20. Я говорю, Сулейман-Статский район, у них очень низкая, говорит, сразу. Поэтому у нас в районе, в Сулейман-Статском районе ставка, вернее, общая заработная плата складывается очень низкая. По всем параметрам не выполняется, по 3 параметрам, значит, дошкольное учреждение, вернее, дошкольное учреждение, дополнительное образование, учреждение общего образования. Здесь палка двух концов, как Халибек говорил, в том плане, что если в Дербентском районе пытались, чтобы средняя заработная плата довести до средней заработной платы экономики, сокращали те учителя, которые увольняли по сокращению, у кого меньше ставки, меньше 14 часов. Это тоже нарушение. На каком основании увольняют они, мы выясняли, это неправильно, и потом-то приостановили. Поэтому здесь, конечно, у вас сегодня начальник управления образования говорил, вот в многих населенных пунктах, находящихся дальше немного от центра, есть часы свободные иностранных языков, математики, истории и так далее, но никто не идет. Поэтому у вас теперь-то учителя эти часы остаются вакансии, а мы здесь сидим, ничего не ожидаем увеличения заработной платы. Это, конечно, неправильно, кажется. Но у нас это государственная политика. Раньше вы знаете, что при окончании учебного заведения распределяли, направляли в населенные пункты, где нет учителей.
Сейчас этой политики нету. Для чего вот обучают людей, 5 лет обучают и говорят, давайте идите куда хотите. Так это тоже, мы этот вопрос поставим перед правительством и Министерством образования, я думаю. По поводу заработной платы. Мы сравниваем с заработной платой. Эти вопросы мы уже 1000 раз, наверное, поднимали. И Ямано-Ненецкой области, округе 1,4 самая высокая заработная плата там, в Москве. Мы эти примеры все довели до Москвы, до Министерства образования, до Центрального комитета профсоюза и так далее. Сейчас у нас беда, одном у нас беда. Ведь заработная плата устанавливает на федеральном уровне правительство Российской Федерации. Заработная плата, размер заработной платы устанавливает Республика Дагестан, правительство Республики Дагестан по учреждениям, выходящим на Министерство образования. А в Сулейман-Сарском районе ставки заработной платы устанавливают на уровне, решением главы администрации вашего района. Вот, пожалуйста. Ну, теперь-то вот я хочу ваше внимание обратить на постановление, которое принято 27 февраля 2019 года, номер, значит, прямо написано здесь. Рекомендовать органам местной власти, органам местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан внести в положение в оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений соответствующие изменения в пределах утвержденных фондов оплаты труда. Фонд оплаты труда утверждено в начале года, да? Вот в пределах этого мы, как белка в колесе, бегаем. Но теперь-то по поводу стимулирующих. Я не согласен с постановкой такого вопроса, что когда получали стимулирующие, нет, стимулирующие было хорошо. В размере, значит, было 33%, а потом стало 21%. Я с каким-то, сейчас 5%, да? Но зато ставки заработной платы учителей увеличены на 47%, а ставка воспитателей увеличена с 58%. Здесь никак не сходится 21%, если учителей было раньше стимулирующие, сейчас это переведены в базовый час, 47% это не сходит. Ведь фонд заработной платы и так в этом году был увеличен до 9,6%. Фонд, республиканский фонд, и в Сулейман-Сарском районе тоже этот фонд был увеличен. Вот по поводу стимулирующих, я с чем только за эти годы не столкнулся с стимулирующими. Я в Теречине приведу пример. В Теречной школе, это Кизлярский район, далеко от Кизляра, Хасавюрта, далеко. Я с директором разговариваю, вы чего? Да, говорит, я расходую эти деньги для приобретения мела, для приобретения того-то, того-то. Что делать, говорит, мне школу закрыть, что ли? Других средств нет, говорит, вот так она объясняла. Ну вот такие, вот, но с другой стороны, еще такие проблемы были, свои люди, директоры и не чужие. Вот своим они назначали больше стимулирующих выплат и так далее, и так далее. Вот это тоже очень много вызывало недовольство педагогических работников, писали много жалоб, заявлений и так далее. Ну, теперь-то стимулирующие довели до 5%, но базовую часть увеличили, это, мы считаем, что это неплохо. Так что в пределах фонда оплаты труда. Так, теперь-то по поводу, значит, я хочу обратить ваше внимание на компенсацию. Очень смешная сумма. При Рамазане Гаджимурадовиче была введена эта сумма 1000 рублей, потом компенсация за оплаты педагогической организации местности за отопление и освещение, да, и за представление жилья. Компенсация 1000 рублей. Потом-то в том же году было увеличено на 5,5% и стало 1055 рублей. С того времени 3 года уже ничего не увеличивали. Мы несколько раз обращались и в правительство, и правительство направило в Министерство финансов, Министерство образования, но они пишут, что из-за отсутствия средств мы не можем это рассматривать. В этом году рассмотрели, и с 1 октября увеличение будет на 4,3% на процент инфляции того года. Так что вот такое это самое есть. Но лед тронулся. Так что вот такое это самое имеется в виду педагогическим работникам. Распределение учебной нагрузки. Очень много обращений бывает у педагогических работников. Я хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос, что из Южного Дагестана заявлений от одного учителя Твердынского района больше получаем.
Так что Южный Дагестан не особо пишет сейчас уже, в этом я уверен. Так что распределение учебной нагрузки. Распределением учебной нагрузки раньше мы руководствовались постановлением правительства Российской Федерации от 2001 года номером 198. Теперь-то правительство Российской Федерации эти функции передал Министерству образования Российской Федерации. Это регламентируется приказом Министерства образования 22 декабря 2014 года номером 1601. Вот там прописано, как при распределении учебной нагрузки, как можно уменьшать. Ну, если учитель сегодня приходит в школу 1 сентября, уважаемый Гасанов говорит, у тебя было в прошлом году 20 часов, в этом году 16 часов, это ненормально, конечно. Поэтому учебная нагрузка должна распределяться в конце мая, как это предусмотрено этим приказом. Вот поэтому уменьшение учебной нагрузки, прежде уменьшать учебную нагрузку, за 2 месяца человека надо предупредить об уменьшении. После этого только можно уменьшать учебную нагрузку. Но установлю учебную нагрузку, если есть уменьшение классового комплекта, уменьшение количества часов по учебным программам, тогда можно уменьшать, естественно, реальная жизнь, от этого мы не можем отойти. Так. Штатное расписание. Штатное расписание тоже вот у нас вызывает очень много нареканий. Раньше при Советском Союзе, при советской власти было штатное расписание утверждено 1986 года. И до 2008 года оно действовало, теперь это приостановили, вернее, не рекомендуют, не руководствуются этим штатным расписанием. Самое главное, значит, что штатное наличие, вот то, что наши директора не знают свой бюджет, если знают это очень хорошо в начале года, исходя из этого должны установить те или иные штаты. Имеется в виду, допустим, педагог, психолог, может быть какой-то заместитель по внеклассовой работе или там прочее. Если нет возможности, директор не может. Штатное расписание, вот статьей 28 Закона об образовании предусмотрено пунктом 1. Автономия в образовательной организации имеет автономию во всех направлениях. В хозяйственной деятельности, в экономической деятельности, подбора учебных программ и там прочее. Поэтому в соответствии с этой статьей штатное расписание устанавливает сам образовательная организация. Ну, и в соответствии с этой статьей пунктом 3 единоличным руководителем организации является директор школы. Я к чему говорю? Иногда правкомы считают себя ничуть ли руководителем этого директора. Так не бывает, уважаемые члены, президенты правкомов. Мы социальные партнеры, мы должны работать, в Трудовом кодексе есть раздел «Социальные партнеры», соответственно, этим мы должны разработать и коллективные договора, и так прочее, и так далее. Вот теперь-то при принятии нормативных актов статьей 8 закона Трудового кодекса, статьей 23 закона образования предусмотрено, все эти нормативные документы должен согласовать при наличии представительным органом. Представительным органом образовательной организации является правком, профсоюзный комитет, только профсоюзный комитет есть там такая организация, которая защищает интересы членов профсоюза. Коллективные договора. Коллективные договоры здесь председатель профсоюза остановился. Я хочу ваше внимание обратить. Мы ежегодно проводим смотр лучший коллективный договор образовательной организации. К сожалению, вашего района не всегда принимает участие в этом смотре конкурса. Вот я хочу сравнить вас. Кизлярском, город Кизляр. Они ежегодно к великому стыду, они до того документы представляют, подготовленные документы и там прочее, приходится им первое или второе место определять, занимает ежегодно. Поэтому вы еще сильнее здесь в Сулейман-Садском районе педагогических коллективе нужно составить так, чтобы вы могли принять участие и завоевать эти места. Дальше. Да, не надо ехать, вы привезите документы, мы рассмотрим документы и все. Если по охране труда, если смотрим конкурс, проводим мы. Я уже готов. Кто не выигрывает, кто принимает участие, 5000 рублей платим. Еще ты дороже расходы оплачиваешь, так что чего такого? А ты не сказать, так свой районный представитель принимал во всех конкурсах из-за того, что мы давали деньги, хотя не занимает предыдущие места.
Потом мы его решили. Хорошо. Так, аттестация педагогической работы. Вы знаете, что мы должны ежегодно, в течение 5 лет мы должны проходить аттестацию. Это норма, закон, требования закона об образовании. Теперь-то повышение квалификации. Вот повышение квалификации тоже говорят 3 года, 5 лет и там прочее. Ничего подобного. Работодатель имеет право в соответствии с статьей 196, 197 Трудового кодекса определить, кому проходить повышение квалификации, кому не проходить. Вы это должны знать. И правком должны знать, и работодатель должен знать. Но при этом я хочу обратить ваше внимание, работодатели, прежде чем их отправлять в командировку на повышение квалификации, вы им должны оплатить подорожные расходы тоже. Так что это надо иметь в виду. Ну, у меня, пожалуй, все по этой части. Теперь-то... Не, подождите, полсекунды. Я же не могу не сказать Халилбек, когда он стал, когда выдвигался председателем, тоже он так с поля взяли, с улицы не забрали, он активное участие принимал в забастовках и там прочее, поэтому он и занял это место. Он очень скромный товарищ. Вы не знаете, что он был на съезде профсоюзов России делегатом, где он должен был с вами поделиться своим впечатлением. Он, видимо, его из-за ограниченного времени не поделился. Его, значит, и работоспособность. Он беспокоится постоянно о тех вопросах, которые на него возложены. Когда стол занимает председателя райком профсоюза, глава администрации, из вас все могут сесть. Но надо за этот стол отвечать тоже. Он отвечает за этот стол, как председатель райком профсоюза. Поздравляю его. Я надеюсь, что республиканский комитет тоже рекомендует поддерживать его по кандидатуру. Дальше еще одно предложение. Вас всех поздравляю с наступающим праздником, днем 19 октября, днем создания 90-летием вашего района. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Саиду Мусиновичу, заместителю главы администрации муниципального района Шамилтарского. Уважаемый президиум, уважаемые присутствующие, в первую очередь хотел поздравить вас с сегодняшним мероприятием, отчетно-выборной конференцией. Я, честно сказать, не планировал выступать, но здесь наш представитель республиканского правкома поднял несколько вопросов. В целом хочу поблагодарить, он со ссылкой на нормативные акты многие вопросы, значит, совершенно правильно отметил. Мне кажется, акценты все-таки чуть-чуть надо по-другому расставить. Но в первую очередь, значит, касаясь, основной вопрос, наверное, который интересует и волнует наших педагогов, это вопрос, касающийся заработных плат. Совершенно верно, значит, можно по-разному относиться. У нас была новая система оплаты труда, принятая, значит, с 2007 года, которая, значит, была у нас, когда ввели такое понятие, как стимулирующие выплаты. Сделано это было для того, чтобы дать возможность отойти от уравниловки, дать возможность руководителям учреждений самим распределять определенную часть фонда оплаты труда в зависимости от оценки работы педагогов, в частности. Но, к сожалению, это не только у нас в районе, не только, значит, по линии образования. Это привело к определенному субъективному подходу, значит, перегибам, скажем так. Вы знаете, что мы предыдущие несколько лет проводили комиссионное изучение и нормативной вашей базы, и фактического распределения, и были выявлены и там значительные, скажем так, нарушения по ряду школ, порядке распределения стимулирующих выплат и, в частности, объективного подхода. Поэтому, значит, с учетом, как я здесь сказал, того, что это была проблема не наша, и не наших школ, и не нашего образования, а общероссийская, значит, был изменен подход, сокращены выплаты стимулирующих выплат и, соответственно, увеличенный определенный процент выплаты, касающийся, значит, основной, значит, части заработной платы, окладов. Но здесь было совершенно справедливо отмечено, что с 1 января этого года на 9,6% были увеличены оклады. После этого, значит, в феврале
мы, значит, чуть позже, фактически с 1 марта, да, внесли изменения в районные нормативно-правовые акты, были перераспределены вот эти суммы. Но вот здесь хочу остановиться, чтобы, значит, педагоги знают, но тем не менее еще раз, да, и внимание Искома профсоюза в том числе, значит, привлечь к такому моменту, что несмотря на то, что вот эта, значит, стимулирующая часть была сокращена, а, значит, основные оклады были увеличены, официально, несмотря на то, что первоначально с Минобра была информация, что в целом заработная плата в связи с этим вырастет, потом было разъяснение Минфина о том, что фонды оплаты труда остаются на том же уровне, никаких изменений не будет. Поэтому я что хочу сказать, есть много нормативных актов, которые, вернее немного, все эти нормативные акты, да, мы здесь, вот, представитель Искома говорит, что руководитель учреждения, нету типового штатного расписания, руководитель учреждения определяет, значит, какой должен быть фонд, вернее, исходя из фонда оплаты труда, определяет, какая потребность каких работников у него будет. Но мы должны исходить из того, что первоначально Минобр, Минфин республики спускает определенное количество денег, и директор учреждения или заведующий садиком вынуждена в рамках этих денег нанимать персонал. Не то, что ему нужно, потребность есть, а то, что, значит, до него спущено, значит, в виде финансовых средств. Проблема вот у нас была, наверное, вы тоже знаете все, распоряжение, такое дорожная карта, принятая, значит, в 2013 году, которая регулировала много вопросов, в том числе соотношение педагогического персонала и, значит, административно-управленческого технического персонала. Да, ограничили к 2018 году до 35%. Однако, значит, совершенно этот нормативный документ не учитывал проблемы, в частности, малокомплектных школ, которых достаточно большое количество, в том числе, значит, в Сулейман-Стальском районе. Это привело к тому, что мы вынуждены были по большинству крупных школ фактически, значит, технический персонал довести до минимума. Значит, сторожей у нас, как требует законодательство, не 3, а 2, 1,5, кочегаров тоже, значит, не 3, а 2 во многих учреждениях. Опять же, это нормативно-правовой акт, по этому поводу неоднократно есть обращение главы муниципального района. Мы поднимали это на соответствующих совещаниях, эти вопросы. Я к чему все это говорю? Хотелось бы, чтобы правком профсоюзов республики, республиканский правком профсоюзов, на стадии принятия вот таких непродуманных нормативно-правовых документов республиканских, на этой стадии вмешивался и, значит, вносил определенные замечания. Да, вы здесь тоже отметили, и мы, как администрация района, наверное, директора школ согласны, что надо на республиканском уровне и оклады повышать, и, значит, нормативные документы, чтобы учитывали все нюансы. Но давайте вместе с Искомом профсоюзов, если нужно, активнее, опять же, на стадии принятия этих решений будем вмешиваться и, значит, представлять свои замечания. Ну, в части того, что, в целом по району, да, я просто коротко остановлюсь, здесь представители директора школ, представители профсоюзных комитетов отметили, заработная плата учителя, она, значит, майскими указами президента Российской Федерации приравнена, значит, в заработной плате в среднем по экономике. Да? То есть она должна быть у нас сейчас 100% от заработной платы в экономике. Соответственно, вы знаете, что Республика Дагестан по средней заработной плате в экономике находится на одном из последних мест Российской Федерации. Исходя из этого, заработная плата учителей тоже одна из самых низких в Российской Федерации. Если мы будем, значит, говорить, что учителя у нас, допустим, в районе или в республике зарабатывают меньше всех, но это неправильно. Я пример приводил и сейчас вам приведу. Значит, работники аппарата администрации муниципального района имеют оклады ниже, чем, значит, учителя и педагоги, значит, школ. Я понимаю, что в обороне много, в правоохранительной сфере много, возможно, но у нас есть очень много, начиная, значит, с администрации муниципального района, муниципальных служащих, много категорий, у которых низкая зарплата. Но здесь только решениями на федеральном и республиканском уровне можно, значит, решить вопрос, повысить эти оклады еще дополнительно. Но, к сожалению, несмотря на то, что были разговоры, были поручения, пока
точной и конкретной информации, будет ли такое повышение, значит, в следующем году, нет. Хотя разговоры на федеральном, на республиканском уровне ведутся. А в целом хочу сказать, что за последние несколько лет в вопросах материально-технического обеспечения определенная работа у нас проведена, проводится. Вы знаете, что и в прошлом году, и в этом году в программах 100 школ, 150 школ, значит, 10 школ в общей сложности отремонтированы, в том числе за счет меценатов более 10 миллионов рублей потрачено на это. В этом году в 6 школах у нас точки роста, в 5 малокомплектных школах теплые санузлы, еще до конца года в 4 школах, это значит, Гериханова, Шагасталь, Артасталь, Харисталь, медкабинеты будут оборудованы, еще в нескольких крупных школах постараемся, опять же, вопросы с теплыми туалетами решить. Но те вопросы, которые здесь поднимали, проблемные, связанные в том числе, значит, с администрацией района, с нашими, значит, обязательствами, полномочиями, в частности, по, значит, выплатам командировочным, по Шахикенской тоже, я думаю, это не проблема, есть соответствующая методика расчета дополнительных ГСМ, чтобы включить. Эти вопросы я у себя записал, мы постараемся, значит, по крайней мере, если задолженность большая есть, или снизить ее, или в следующие годы эти суммы, предполагаемые в бюджет района, значит, включать. В целом вам еще раз успехов. Я думаю, профсоюзный комитет, я присоединяюсь во многих вопросах. Я и сам, значит, читаю, вижу, что и, значит, активно участвует и в социальных сетях, поднимает проблемы. Но, к сожалению, не все вопросы мы здесь на местах можем решать, особенно связанные с финансированием. Финансирование, вы знаете, несмотря на то, что, значит, если мы будем говорить, что оно не увеличивается, это неправильно. Если у нас месячный фонд оплаты труда 1,5 года, 2 года назад был 22 миллиона, сейчас он составляет 25 миллионов. Это же ваши деньги, это деньги, которые поступают ежемесячно в школы. На 3 миллиона больше ежемесячно, это почти там 36 миллионов только, значит, по статье заработной платы в год. Увеличение есть, значит, и все эти деньги, практически это госстандарт образования, полностью уходят на заработную плату, выплату налогов. Значит, мы даже, как многие другие районы, не можем себе позволить, в том числе нарушение каких-то, значит, нормативных документов Минфина, финансировать приобретение там, компьютерной техники, другой, хотя такая потребность тоже есть, и эта проблема тоже есть. К сожалению, за последние годы Министерством образования практически, значит, не выделяется ни финансовые средства ни на мебель, ни на компьютерную технику, хотя мы знаем, что там до 2010 года, до 2011 года, значит, постоянно такая работа велась. Но муниципальный район, несмотря на, значит, то, что бюджет не может все эти расходы себе позволить, ну, частично как-то пытается эти вопросы решать. В целом, если других ко мне вопросов нету, хочу вас поблагодарить и пожелать успеха в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Наши уважаемые коллеги, в выступлениях наших вносилось предложение признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. Другие мнения будут? Значит, кто за то, чтобы признать работу за отчетный период профсоюзного нашего комитета, районного комитета профсоюза, признать удовлетворительной, прошу проголосовать. Прошу опустить против, воздержались нет. Единогласно. Значит, работа районного профсоюза признается удовлетворительной. Значит, слово по проекту постановления по отчетному докладу предоставляется Оксане Альбертовне Рамазановой. Постановление 8-й отчетно-выборной конференции Сулейман-Стальской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2019 года. 8-я отчетно-выборная конференция отмечает, что в отчетном периоде районный комитет профсоюза строил свою работу на принципах взаимодействия и сотрудничества с органами муниципальной власти, социального партнерства с органами исполнительной власти, последовательно отстаивал интересы членов профсоюза отрасли. Серьезное внимание уделялось развитию и совершенствованию системы договорного регулирования трудовых отношений. В тесном сотрудничестве с Управлением образованием решал вопросы по реализации приоритетного национального проекта образования, введение новой системы оплаты труда. Активизировалась правозащитная деятельность районного комитета, в частности, досудебная и судебная защита прав
и интересов работников образования при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. Предпринимались меры по совершенствованию кадровой политики, работы с резервом, увлечению молодежи в ряды профсоюза. Полностью выполнена программа обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров. Успешно решались вопросы оздоровления и организации отдыха членов профсоюза и их детей. Однако, несмотря на положительные результаты по отдельным направлениям работы, необходимо отметить, что не все вопросы, волнующие членов профсоюза, удалось решить. Имели место нарушения при проведении оптимизации сети общеобразовательных учреждений, при апробации модельной методики новой системы оплаты труда. В 2019 году реально уменьшилась заработная плата участия педагогических работников. 8-я отчетно-выборная конференция постановляет признать работу районного комитета профсоюза, его президиума по защите трудовых, профессиональных и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза за отчетный период удовлетворительной. Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности районного комитета профсоюза за отчетный период утвердить. Комитету профсоюза продолжить работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Развивать систему социального партнерства, 100% заключения коллективных договоров. Участвовать в разработке нормативных, правовых и локальных актов, затрагивающих социально-экономические интересы членов профсоюза. Обеспечивать трудовую, правовую поддержку членов профсоюза при решении ими индивидуальных трудовых споров. Не допускать снижения уровня оплаты труда работников образовательных учреждений, добиваться сохранения действующих льгот и компенсаций. Продолжать работу по защите прав членов профсоюза на здоровье и безопасные условия труда, совместно с органами управления образования повышать эффективность мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве. Совершенствовать практику сотрудничества с органами местного самоуправления. Продолжить работу по обеспечению отдыха и оздоровления членов профсоюза и их семей. Считать приоритетными направлениями в работе профсоюзных структур всех уровней. Проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и влияния профсоюзных организаций в трудовых коллективах, создание первичных профсоюзных организаций в каждом учреждении системы образования района. Продолжить работу с молодежью, активизировать работу молодежного совета. Продолжить работу по повышению профессионального уровня профкадров и актива, используя в этих целях профсоюзные кружки, смотры, конкурсы по различным направлениям деятельности. Укреплять профсоюзную солидарность в целях усиления защитных функций профсоюза. Поручить Президиуму райкома профсоюза обобщить поступившие замечания и предложения, составить план мероприятий по их реализации. Спасибо. Спасибо. Значит, в ходе выступлений наших доклад председателя районного комитета был существенно дополнен, там прозвучала критика. Есть предложение с учетом выступлений данное постановление принять в целом. Другие предложения будет? Прошу проголосовать. Прошу опустить. Против, воздержались? Нет. Спасибо. Так, вносится предложение об утверждении доклада ревизионной комиссии. Значит, есть предложение доклада ревизионного председателя ревизионной комиссии утвердить. Другие предложения будут? Прошу проголосовать. Против, воздержались, единогласно. Значит, уважаемые коллеги, значит, переходим к третьему вопросу. Значит, вносится предложение о прекращении полномочий выборных профсоюзных органов организации. В связи с избранием нового состава, значит, вносится предложение о прекращении полномочий выборных профсоюзных органов, которые работали за отчетный период. Значит, вносится на голосование это предложение. Прошу проголосовать. Кто за данное предложение? Прошу опустить. Против, воздержались, нет. Значит, следующий вопрос. Выборы председателя районной профсоюзной организации. Значит, как вы знаете, в связи с уставом профсоюза, наш председатель профсоюзных организаций избирается на конференции. Значит, какие будут предложения по внесению кандидатур на должность председателя районного комитета профсоюза? Значит, голосование будем проводить закрыто или открыто? За данное предложение прошу проголосовать. Против, воздержались, нету. Все должно быть прозрачно, правильно. Кто за то, чтобы избрать председателем
профсоюзного комитета педагогических работников района Халилбекова Халилбека Джурлаевича. Все. Против? Воздержались? Нет. Ну, второй контроль обсуждать. Поблагодарить вас, спасибо, что оказали еще раз мне доверие, и постараюсь оправдать ваше доверие. Вместе мы еще время Спасибо большое. Члены РК профсоюза я предлагаю выдвинуть следующих членов профсоюза. Количество 37 человек. По количеству есть предложение? Замечание. Значит, есть предложение данное количество утвердить. Прошу проголосовать. Огласить? Весь список. Да, члены РК профсоюза, кандидаты в члены. Гусейнов Гусейн Имамович, Мирзабеков Феликс Абдуллагаевич, Исмаилов Артик Тельманович, Мамалиев Гаджи Рамазан Казанфарович, Устаев Зубаил Магомедович, Уруджев Фикрет Алимович, Яралиев Даир Хейрудинович, Ризаева Шаселем Абдулаевна, Магомедова Маина Играмудиновна, Ильясбеков Алим Бадрудинович, Абушерифов Ахмед Малла Шерифович, Магомедов Декабрь Казибекович, Тагиев Руслан Владимирович, Шихбабаев Гусейн Магомедович, Джамиев Фазил Касумович, Сирхаев Милон Мустажабович, Абдуселимов Шейх Магомед Абдуселимович, Алимурадов Мариф Шабанович, Бабаева Ифриз Табшировна, Алиев Даир Саид Магомедович, Ярахмедов Каир Казиахмедович, Эфендиев Сидих Сабирович, Камилов Загидин Саидович, Тимирханов Тимирхан Асанович, Шихнабиев Ахмед Мирзоевич, Ибрагимов Ирзиман Абдулаевич, Аминов Тачабек Аминович, Мейланова Тавсият Рамазановна, Сейдалиева Светлана Несредовна, Аликберова Лена Аликберовна, Асланов Джабраил Агамирзоевич, Халилбеков Халилбек Джарулаевич, Гамидов Гамид Рашидович, Курбанов Насир Ахмедович, Шейхбабаев Ильямудин Абдулаевич, Кельбелиев Алибек Султанович. 37 человек. Прошу, если еще есть кого вносить или кого вычеркнуть, прошу выдвинуть ваше предложение. Нет? Нет. За. Предложение есть? Кто за? Прошу поднять руки. Опустили. Против, за, нет. Воздержавшихся нет. Так, соответственно, и президиум здесь утвердил. Да. Вот президиум РК профсоюза тоже так же голосуем. Да. Из 11, количество 11 человек. Согласны 11 человек? Или другие предложения? Кто за? Пожалуйста. За, против. Халилбеков Халилбек Джарлаевич. Аминов Калшабек Аминович. Гусейнов Гусейн Имамович. Сирхаев Милон Мустажабович. Джамиев Фазил Касумович. Абушерифов Ахмед Малашерифович. Уруджев Фикрет Алимович. Магомедова Маина Играмудинова. Эфендиев Сдых Сабирович. Магомедов Декабрь Казибекович и Устаев Зубаил Магомедович. Есть еще изменения в настиле? Кто за перечисленных товарищей? Поднять руки. За, против, воздержавшихся? Нет. Значит, у нас остается, вроде исчерпали, кто кандидаты, теперь эту часть мы исчерпали. И сейчас ревизионную комиссию. Формирование состава ревизионной комиссии тоже проводится аналогично, как мы провели. Нам необходимо определить порядок голосования, открытый или тайный.
Открытой. У нас все открыто. Да, порядок голосования определяет конференция путем голосования. Если так, объявляется полный состав ревизионной комиссии, яка профсоюза прозвучала, ревизионной комиссии. Количество сколько? Количество 3 человека. Так, персонально. Ибрагимов Эрзиман Абдулаевич, Серхаев Милон Мустажабович и Рамазанова Оксана Альбертовна. Есть другие предложения, кандидатуры? Нет. Кто за эти кандидатуры, прошу проголосовать. Воздержался, против? Нет. В повестке дня еще один вопрос. Это выборы делегатов на Республиканскую конференцию профсоюза. В соответствии с постановлением Президиума Республиканского профсоюза по норме представительства в зависимости от численности членов профсоюза нашей профорганизации необходимо избрать 2 человек. 2 делегатов на 8-ю Республиканскую конференцию профсоюза. Какие будут предложения? Ну, значит, лидер профсоюза должен быть. Да. И еще один человек. Так, отдельно за каждую кандидатуру. Так, Халилбеков Халилбек Джарлаевич и Аминов Качабек Аминович. Да? Будут ли другие предложения? Нет предложений. Если нет, кто за данных, прошу голосовать. Товарищи, воздержался, против? Нет. Принимается предложение, принимается единогласно. Дальше. Так, итак, вот 2 товарища избраны делегатами конференции. На этом повестка дня исчерпана. Спасибо всем за участие в работе конференции. И еще раз благодарю вас.